У мобильной станции переливания крови очередь с 8 утра. Внутри не протолкнуться. Здесь всегда много народу, говорят специалисты. За день обслуживают до 65 человек. Это и постоянные доноры, которых оповещают по СМС, и те, для кого станция на колесах иногда оказывается единственным удобным способом сдачи крови. Я сам не местный, я с Обячева. И в Обячеве как-то пропустил, не получилось. А тут сейчас я на учебе нахожусь. Вот в интернете узнал, что именно здесь. Кроме того, большая машина с яркой окраской сама по себе реклама донорства. Даже случайные прохожие, увидев ее, могут зайти и сдать кровь. Либо узнать график выезда в бригады и сдать в другой раз. 3 месяца, пока специалисты работали в помещениях поликлиники, приходили лишь те, кого приглашали по СМС. Сегодня вновь ажиотаж. Я Эжинский, здесь только сдаю. Удобно мне. Стараюсь, как почетный донор, немножко вперед пройти. Потом меряют давление, терапевт. Анализ крови берут. Все, вперед, сдавай. Модуль, где и проходит весь процесс сдачи крови, иностранного производства, поэтому изношенные оси передвижного комплекса пришлось заказывать за рубежом. И хотя это было сделано заранее, подождать пришлось. Впрочем, дефицита крови на станции переливания почувствовать не успели. Сбор продолжался по всей республике в городских и районных поликлиниках. Вот только каждый раз приходилось по новой устанавливать оборудование. Кстати, мобильный комплекс ежегодно обеспечивает республиканскую станцию переливания 3 тоннами крови и всегда на 100%. Во многом благодаря развитому донорству. Особенно последние годы, когда правительство приняло закон о донорстве, то есть доноры получают, почетные доноры получают выплату единовременную, ежегодно, плюс доноры получают оплачиваемые дни отдыха после сдачи крови, плюс получают компенсацию денежную на питание после сдачи крови. Поэтому, конечно, ведется пропаганда, то есть на это выделяются средства. И, конечно, проблем с донорами на данный момент, я бы сказал, что нет. Может быть, там иногда бывает какая-то проблема с какой-нибудь одной редкой группой крови, и то это все решается в оперативном порядке очень быстро. То есть существует база данных доноров, и они приглашаются. В Эжинский район выездная бригада приезжает аж 3 раза в месяц. Уже на следующей неделе вновь будет принимать желающих. Из отдаленных районов в списке на ближайшие дни Жешард. С годовым графиком выездной бригады все, кто хочет стать донором крови, могут ознакомиться на сайте yadonor.ru и на страницах республиканской станции переливания крови в соцсетях. Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал Юрган.